Всем привет! Сегодня у нас наконец-то лето. Вчера мы все встретили лето свежими утками, оладьями и саламатом. Это у нас традиция каждый год 22 июня встречать лето вот с таким меню на ужине. Сегодня уже 23 мая, вот сегодня ветрено, но солнечно. Сегодня я хочу вам рассказать о фильме «Томирис». Вот на днях смотрел, очень интересный фильм, очень хороший фильм, очень хорошая история, да, и вот герой фильма Томирис, правительница рода Массагетов, тоже очень хороший пример для подражания, для подрастающего поколения. И у нее подруга Сардана, у нас тоже есть имя Сардана, да, все, многие, наверное, знаете нашего мэра города Якутска Сардану Аксентьеву. И то, что там в этом фильме фигурируют сакские племена, да, вот саки, очень много об этом говорят. И мне, как представителю народа Саха, вот это тоже очень интересно. Считаю, это наши общие предки, да, саки. И, возможно, мы, народ Саха, единственный народ, который вот сохранили это название народа, да, Саха. И каким-то образом, может быть, все это саки переменялось на Саха. Ну, такое самое похожее слово из всех тюркских народов. У казахов есть понятие, да, будь как Саха, да. Но это они считают, говорят, не имеет в виду не народ Саха, а кость, которая играют, бросают самые сильные кости, которые бросают другие кости. Но, опять же, откуда этот кость назывался Сака, да? Может быть, именно вот этого из наших предков. Потому что Сака это самый мощный, сильный и могучий, да, типа бросает, выбивает все маленькие кости. Этот фильм надо продвигать в мир. Он должен стать мировым бестселлером, как Троя, как Храброе сердце, как «Стилиста пространства», чтобы люди в мире все знали об этом фильме, об этой героине Томирис, да, потому что это очень хорошая воспитательная работа для подрастающего поколения, еще раз повторяю, да, потому что она показывает, как надо любить свой народ, как надо за него воевать, как надо биться за свою свободу. И непременно это хорошая история. Вот до войны с перцами сакские племена тоже воевали между собой, конфликтовали. Похожее было и у нас тоже. У нас тоже тут жили раньше родами до прихода казаков, русских казаков. Родоначальник рода кангаласов Дагандархан хотел создать единое государство, Илды. И с этой целью он, соответственно, нападал на другие рода, хотел их подчинить, но те сопротивлялись. И когда вот междоусобица у них была, конфликты были, на фоне этого пришли русские. Русские пришли, и есть такая версия, что некоторые рода стали в сторону русских, чтобы воевать с кангаласами, с Дагандарханом, да. Ну, в тот момент Дагандархана уже не было, были его сыновья. И, наверное, те, кто стали в сторону русских, хотели с помощью русских победить своего грозного врага и остаться уже свободным и независимым дальше, да. Но русские никуда не ушли. Более 400 лет прошло, как Якутия входит в состав Российской Федерации. Ну, в тот момент Российской империи, сейчас Российской Федерации, да. И после этого, соответственно, вот это вот родовые понятия начали теряться. Сейчас у нас не спрашивают, ты из какого рода, сейчас у нас спрашивают, ты из какого улуса. Улус это район. И в 90-х годах был такой яркий улусизм был. Люди делились на улусы, тоже конфликтовали между собой, дрались, были сильные большие разборки, но сейчас среди молодежи это понятие уже утеряется. Сейчас становится сильное понятие, как сахалар бары бирге,
Я знаю, у казахов тоже есть такое понятие «бибге болсун», да, типа такого. И это очень хорошо. И сейчас есть еще тенденция того, что... Ой, ветер дует. Тенденция того, что молодежь начинает давать имена, национальные имена своим детям. Очень много спрашивает у меня, и у многих, наверное, спрашивают, почему у Сахаларга нет национальных имен. И это очень резонный вопрос, это очень понятный вопрос. Мы сами многие задаемся этим вопросом. И сейчас есть тенденция, что люди начинают давать имена национальные детям. И некоторые даже люди уже в взрослом возрасте меняют имена на национальные. И это, конечно же, не может не радовать, это очень хорошо. Насчет Дагына Дархана, он очень такой важный культ личности для народа Саха. Есть гостиница, ресторан, да, в честь его имени. Проводятся спортивные игры Дагына по национальным видам спорта на Успехе Туймады каждый год. Это очень, я считаю, это Олимпиада и народа Саха, потому что там собираются самые сильные ребята из нашего народа. И в многоборье оспаривает чемпионство. Победитель получает или машину, или 1 000 000 рублей, смотря какой спонсор и какой год, да. И вот Дагын Дархан, о нем в прошлом году окончили съемку фильма Дагын Дархан. Я не знаю, о чем там сняли, наверное, опять же, о конфликтах между родами, я думаю, закончили. И не знаю, когда он выйдет. Я знаю, что очень много денег выделено из бюджета на съемку этого фильма. Ходили тут по WhatsApp объявления, то, что ищут массовку, актеров и так далее. Я даже ходил на кастинг этого фильма 3 года назад, по-моему. Меня взяли, я прошел. Мне написали на почту, что я прошел. Переходите, будьте готовы уехать на район, на Улус. И там 1 месяц там сниматься в этом фильме и так далее. И у меня по работе не получалось, соответственно, я отказался от этой идеи. Потом в прошлом году я сходил туда на озвучку этого фильма, когда вот была цена, Сахалар пели Асухайда, хоровод наш национальный. И тоже по WhatsApp гуляло объявление, типа вот нужны голоса для массовки, приходите на студию. Я съездил, там были одни старики, и очень обрадовались, что я пришел, да, молодой, типа с таким голосом, потому что там нужен был голос такой мужской. И мы вот отсняли тот момент. И вроде там сказали, что все, на этом все закончено, работа закончена. Остались какие-то маленькие доработки, и уже фильм пойдет на показ. Я не знаю, сразу на кинотеатры пойдет или пойдет сначала на фестивали. Но пока никакой информации у меня, к сожалению, нет. Но мы все ждем, и это будет очень интересно. Так что, ребята, сейчас я оставлю ссылку на Томирис в описании этого видео. Посмотрите, кто не смотрел, изучайте, гордитесь и приятного просмотра.